До окончания приема документов в Северо-Восточный федеральный университет осталось меньше месяца, и приемная комиссия вуза переживает бесчисленный наплыв абитуриентов. О том, как работает приемная комиссия главного вуза республики, расскажет Александр Пахомов. 2947 бюджетных мест, 1769 для бакалавров, 576 для специалитета и 370 для тех, кто поступает в магистратуру. Эти числа уже перестали быть просто цифрами и ждут тех, кто поступит в этом году на факультеты СВФУ. Приемная комиссия открыла свои двери с 19 июня. Мы принимаем абитуриентов по паспорту, по оригиналу аттестата. Они могут тоже подать на копию. Так, медсправка 086. И в этом году у нас еще углубленный медосмотр, то есть они еще сдают анализы. Нововведением этого года стали новые правила приема, при которых учитываются личные достижения абитуриента. Например, при поступлении на факультеты, не относящиеся к физической культуре и спорту, высоко оцениваются спортивные достижения. Согласно новым правилам приема, к итоговым баллам прибавляются личные достижения. При наличии золотого значка «Готов к труду и обороне» добавится 2 балла, серебряного – 1 балл. Абитуриенты вправе представить сведения о своих заслугах в заявлении о приеме. Преимущество по традиции получат выпускники среднеспециальных учебных заведений. На некоторых факультетах, таких, например, как автодорожный, вступительные испытания в виде ЕГЭ не требуются. Абитуриенты, которые в этом году прошлогодние, со средним специальным образованием, просто проходит собеседование. Он должен сперва рассказать, какой вуз закончил, по какой специальности. Общий перечень необходимых документов можно найти на сайте приемной комиссии СВФУ. Как показывает статистика, поступающие подают их на несколько факультетов единовременно, в среднем на 3 сразу, чтобы иметь больше шансов. А на что поступаете? На ФТИ, на физика и на ГРФ. Нефтегазовое дело. Сразу 2 места? Да. Сразу 5 мест. На ФТИ на 4 места и на нефтегазовой 1. До окончания приема документов осталось еще более 3 недель, но наплыв людей таков, что очередь буквально выходит за пределы здания. Мы же напомним, что прием документов специалистов, окончивших СУЗы, ведется до 10 июля, прием документов от школьников до 24 июля. Александр Пахомов, Александр Иванов, НВК «Саха».